Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Сегодня мы будем беседовать с генеральным директором агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта республики Александром Кондрашиным. Александр Игоревич, я вас приветствую. Здравствуйте. Добрый день. В начале беседы расскажите, пожалуйста, мы у всех это спрашиваем, как прошлый год отразился на вашей работе и с какими сложностями пришлось столкнуться, ну и, соответственно, как перестроить свою работу. Прошлый год, конечно, был во многих отношениях тяжелым, в каких-то отношениях катастрофическим, в каких-то годом великих вызовов. С нашей точки зрения, это был год адаптации ко всему этому происходящему. Как знаете, неверный есть перевод формулы Дарвина, да, выживают сильнейшие. На самом деле, правильный перевод этой фразы выживают те, кто лучше адаптируется. И мы решили, что к этим условиям надо адаптироваться. Условия были следующие. Во-первых, это практически полная заморозка международной работы, потому что общаться на такие серьезные темы, как привлечение инвестиций в какую-то зарубежную экономику, в которую ты физически даже не можешь приехать, это дело довольно-таки тяжелое. Мы поддерживаем связь с нашими партнерами, однако основной акцент сдвинули на работу с нашими инвесторами на территории нашей страны. Это, во-первых. И, во-вторых, конечно, очень большим вызовом было, скажем так, была приостановка инвестпроектов малых и средних компаний, поскольку компании без сильного запаса прочности больше думали не о том, как реализовать какие-то новые амбициозные планы, да, а о своем выживании. Но здесь, опять же, да, мы адаптировались и передвинули свой фокус на более крупные проекты, ну, как бы верхняя часть среднего сегмента и наиболее крупные проекты компаний с наибольшим запасом прочности. И эти повороты нам дали, мы считаем, очень впечатляющие результаты. Расскажите, а какие задачи стоят перед агентством на сегодня и в целом планы на 2021 год амбициозные? Планы у нас действительно колоссальные. На 2021 год у нас запланирована реализация многочисленных проектов, которые мы структурировали, в том числе в прошлом году. Речь идет прежде всего о диверсификации экономики Якутии, о реализации проектов первичного передела, то есть если ранее у нас осуществлялась лесозаготовка, то теперь у нас будет промышленного масштаба лесопромышленный комплекс. Мы структурировали этот проект, привлекли в него двух стратегических инвесторов. И сейчас они финализируют свои переговоры, и этот проект привлечет в экономику Якутии более 3 миллиардов рублей, но при этом создаст более 400 рабочих мест. Во-вторых, это реализация комплексного проекта по производству сжиженного природного газа. Этот проект в последние пару лет сделал ряд больших качественных рывков. Этот проект начал осуществлять уже существующая малотоннажная установка. Значит, сейчас осуществляет экспортные поставки в Монголию. Мы содействовали этой компании, помогли написать среднетоннажный проект. То есть, если они производят сейчас до 25 тысяч тонн СПГ, то будут производить в рамках своего крупного проекта до 530 тысяч тонн СПГ. И мы сейчас содействуем в создании внутреннего рынка, развитии внутреннего рынка газомоторного топлива. Планируем провести ряд конкурсов по переводу котельных в Якутии на СПГ для того, чтобы в загрузке этого проекта сыграл большую роль сыграл внутренний рынок. На это очень положительно реагируют финансовые организации. И в-третьих, мы в прошлом году структурировали отрасль въездного туризма в Якутию, такого крупного массового въездного туризма, которого в Якутии пока не было, который есть уже у сравнимых регионов с нашим, скажем, на Байкале есть, на Камчатке, туда ездят гораздо больше
гостей, чем к нам. Мы стали финалистами национального конкурса экотуризма, включили проект «Ленские столбы», туристско-рекреационного кластера «Ленские столбы» в национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока. И в этом проекте в него входит сразу несколько таких масштабных проектов. Это 2 гостиницы в городе Якутске, это модернизация проекта международного терминала аэропорта, это небольшой круглогодичный комплекс размещения напротив самих Ленских столбов на местности Батамай. То есть в этом году мы гарантируем сбалансированную диверсификацию экономики Якутии. Да, действительно, планы грандиозные. В конце прошлого года очень активно обсуждалась реформа институтов развития. В рамках реорганизации структуры планируется создание единого механизма управления институтами. Скажите, что, на ваш взгляд, это даст нашему региону, ну и всему Дальнему Востоку в целом? Здесь я бы отметил сам, что ранее до этого работал в одном из институтов развития Дальнего Востока, и в целом с нашим территориальным министерством у нас есть абсолютное взаимопонимание, нам всегда во всем помогают. Мы активно пользуемся льготными режимами, которые инициировал Минвосток развития. Мы привлекаем в наши проекты льготное финансирование из бывшего фонда развития Дальнего Востока, теперь он называется ВЭБ-ДВ, и закладываем при реализации большинства наших инвестпроектов льготное финансирование оттуда. И что еще супер важно, это то, что мы стали первым регионом, который привлек из, условно говоря, кассы Минвосток развития, из программы единой субсидии капитальный грант на реализацию проекта государственно-частного партнерства «Полярная звезда». То есть на этот проект мы привлекли из около 1,9 миллиардов, 1,9 миллиардов стоимости этого проекта, кап-грант в размере 360 миллионов рублей от федеральных коллег, 40 миллионов всего был кап-грант от Якутии. То есть эти деньги дали почти 5-кратный мультипликативный эффект. И Минвосток и Институт развития, вот сейчас новый объединенный, планируют использовать именно эту нашу якутскую практику как лекал для тиражирования в рамках всего Дальнего Востока и арктического региона. Сейчас министр по развитию Дальнего Востока, когда говорит о механизме дальневосточной концессии, речь идет как раз о практиках, которые были отработаны с нами. И мы планируем и в дальнейшем с нашими коллегами из федерального центра и совместно содействовать реализации инвестпроектов, таких частных рисковых инвестпроектов, в том числе по проекту СПГ нам очень много помогают, и проектам государственно-частного партнерства, и мы будем продолжать вместе с ними разрабатывать новые экспериментальные меры поддержки и задавать темп, задавать тренды для макрорегиона и, возможно, в целом для всей нашей страны. А вот, несмотря на все сложности прошлого года, связанные с ограничительными мерами, были ли проекты, которым все-таки удалось привлечь инвестиции и запуститься в непростом прошлом году? И какие проекты будут запущены в этом году уже при содействии вашего агентства? Знаете, у нас в прошлом году проекты, которые были запущены, это был довольно крупный энергосервисный контракт был подписан. Когда мы говорим запущено, о чем мы говорим? Наше определение — это коммерческое закрытие, то есть когда было подписано обязывающее соглашение. На 650 миллионов рублей было подписано обязывающее соглашение, энергосервисный контракт компании «Энергосистемы» с «Русгидро». При разработке финансовой модели, которой мы принимали участие, это во-первых. Во-вторых, из проектов малого бизнеса могу сказать, что мы написали, разработали проект компании Туску по созданию цеха переработки и хранения бивня мамонта. Такой проект вроде небольшой, но на самом деле очень значимый, потому что добычей бивня в Якутии занимается несколько сот людей, из-за этого зависят жизни тысяч людей. И при содействии агентства был реализован такой, знаете, как образцовый 100% легальный белый инвестпроект. И мы помогаем также этой компании в осуществлении экспортных поставок. Речь идет о нескольких сотнях тысяч долларов в год.
Это во-вторых. И всего суммарно в прошлом году было заключено, например, 7 концессионных соглашений. Но не стоит забывать о том, что полгода многие предприятия в принципе просто были закрыты, деятельности не велось. И действительно, что больше всего в прошлом году просело, это вот рисковые инвестпроекты, это когда кто-то хотел построить завод, и, естественно, в прошлом году не мог понять, имеет ли смысл теперь строить завод, потому что весь мир падал, и мы не понимали, когда закончим падать. Вот сейчас наши инвесторы вернулись к активной работе, и вот речь о коммерческом закрытии, да, мы считаем, во всех вот тех проектах, которые я до этого перечислил, лесопромышленном комплексе, заводе производства сжиженного природного газа и сразу нескольких проектах, в сфере туризма может идти. Я думаю, что мы уверенно к этому идем. Кстати, да, чуть не забыл, вот в прошлом году также было у нас коммерческое закрытие по проекту как раз круглогодичного туристического комплекса напротив Ленских столбов на местности Батамай на 30 мест. Это тоже у нас в прошлом году, слава богу, получилось, проект сейчас реализуется. Насколько я помню, в Якутии вы работаете уже 2,5 года. Можно ли говорить о том, что ваше восприятие региона как-то изменилось, и вы открыли для себя что-то новое? Безусловно, я полюбил Якутию. Я даже немного стал заниматься и якутским языком, и я думаю, что это место, в котором вот многие какие-то, вы знаете, большие жизненные повороты произошли у меня и в личном плане, да, и я что точно перенял для себя, это своего рода, знаете, как идеологию, почти как религию, которая есть в Якутии, которая для нас, для всех, кто здесь живет, является чем-то абсолютно, знаете, таким привычным, и с чем мы сталкиваемся, вот, что это непонятно в других регионах. В Якутии есть своего рода культ человеческого капитала, народосбережения. И некоторые инвестпроекты, которые реализуются при содействии агентства, как раз ориентированы именно на это. То есть вот мы сделали первую в России концессию в сфере детского отдыха, мы сейчас делаем проект по одному из крупнейших в России частных пансионатов для пожилых, делаем первую в России концессию в сфере среднего профессионального образования. Очень много у нас построено школ, больниц, других социальных объектов по механизмам ГЧП. И я считаю, что за этим стоит большая стратегическая ставка руководства, которое таким образом претворяет в жизнь вот ожидания людей, а люди здесь хотят, чтобы дети наши жили лучше, чем мы, чтобы у них была возможность раскрыть свои таланты, чтобы наши старики не могли думать о том, как им быть счастливыми в свои преклонные годы. Это своего рода уникальная для России стратегия, и я за это, конечно, Якутию очень сильно полюбил. Я думаю, что эта вера со мной всегда останется на всю жизнь, и для меня это стало частью привычного своего естества, и я, когда вижу какие-то иные восприятия, меня это начинает даже немного коробить. Александр Игоревич, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего доброго. Вам большое спасибо. Желаю всем здоровья. 2021 год должен быть таким, что он должен перекрыть 2020 год, он должен быть в 2 раза счастливее, чем обычный год. Надеюсь, так и будет. Это была программа «Актуальное интервью». Сегодня мы беседовали с генеральным директором агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта республики Александром Кондрашиным. Берегите себя и своих близких, обязательно носите маски и соблюдайте дистанцию в общественных местах. Ну и, конечно, дезинфицируйте по возможности руки. До встречи в эфире.